Керим. Это урочище, маленькое ущелье там, Галай-Арбуш. Это 409. 409 это разные издания. Это Шамир Валер. Кстати, Валер Ачхой Мартанский район, Ашпол, Нохчебуц, Арчи, Тейпниш, Нохчи Тейпниш, но по происхождению выходцы они из Асиновской котловины. Дело в том, что из Сулейманов книг Гуэхуна Вайчар издавать тешери Хинца Хокара 2006-2012 подряд издает. Это книга с самого начала очень сильно идеологизирована. А Галгабу он взял, перевод ингушское. Дело в том, что там не ингушское, а там идет Галай Арбук, это Галай, Тейп Дуи, ихнее вот это ущелье между Валерик и Шамирт. И когда мы сговорили, я тогда тоже сказал, что выходцы из Асинской котловины общества типа Галга, они поселялись в основном в Тарской долине, современной Осетии. Часть же из них выходила по Асе, на равнину, и селилась в селениях, где основной составляли костяк выходцы из Галачорского ущелья. И в современный Ачхой-Мартанский район селились. И в настоящее время среди чеченцев есть представители, которые вышли из Асинской котловины. Но они категорически сейчас галыбу отселятся, а наоборот галыб тохдялы оглядуй. И этот процесс, он до появления русских, он шел к тому, что выходцы из Аргунского ущелья, выходцы из Галанчожа, выходцы из других рек, в том числе из Асинской котловины, Галачу и Галай, Тайпан, Галай, они переселялись на равнину, Цоурой и другие. И они потихоньку шел процесс слияния этого самого в единый народ. Вот этот процесс. И они все, представители разных тайпов, они смешивались. Кстати, выходцы из Асинской котловины, Галай, они и Теркистяй, знаешь. И они создавали, единственно, смешивались единый вот этот язык равнинный, как раз из смеси вот этих всех диалектов. Я об этом в тот раз тоже сказал. И они смешивались, создавалось. И когда русские появились, они вот пригородная района, аж было выходцы из Джараховского ущелья, Асиновской котловины, они постарались их оторвать. Но даже в конце 18 века, даже жители Заур-Юрт, который сейчас город Владикавказ, их всех в русских документах они пишут, что это чеченское племя. Или, например, этот Нашей Мылварас, разведчик Вацар, который 1770-е годы прошел, в 1769 году, по-моему. Вот. Он эту карту пишет, это Мисджиги, то есть Мисджиги, у него переводчики кумыки, что это чеченцы. Даже пригородный район и заключен. Там же и галгаевцы, и все написано, что это Мисджиги, что это чеченцы. Вот. А потом вот они оторвали, и вот это название поселению Ангуши, а вот они их отделили. А в советское время на самоназвание вот это тейпа Галга, оно перешло и на другие тейпы. Поэтому Сибрер, Хадах, у них было так: Лакар Галашник, а Лакар тейпа Галаву, а Цорой, Чулхой, Важи, Тейпниш, Вяпи, второй сорт. А Хулхоя, от Галыш бой, вот Мальса Гавара царну, я же беседовал с Халха царвожи. А Хулхоя, еще Тейпа бац, еще Гала бац, я ночи бац, был цар. Хулхоя вообще целый цар. Это третий сорт его цар. И поэтому доходило до того, например, был Башир Чахкиев, очень известный журналист, кстати, Муслим Магомаев, он как раз агитировал Дейцин Хавош, да, из Грозно, когда переехал, певец этот, он в аспирантуре в Баку учился. Он женился на выходце из Галгаевского тейпа, вот я сейчас точно фамилию помню.
Цун через институт, она институт усовершенствования учителей работала она. Вот. Так вот, представь, у него взрослые дети были, но его, Стунсхой, его не пускали, они не признавали. Он дальше, они, Гергар Зодей, и с ней отношения были тяжелые, как она говорила, потому что из Хулхо Тейпан волды. Как это? Галга Тейпан вышла замуж за Хулхулху. Или, например, мы в Казахстане жили, институт, там, агроном, в то время это редкость, понимаешь, до войны. И он в Казахстане, как раз где родители были, он попал туда и постоянно проходил, я умел отходиться, чего, он холостяк, молодой парень, он искал своих родственников как раз и работал. Вот. И цигар плиевгера, вот ему она понравилась все, йохтананс, элла, что сахло дюсердон, изец диктор эл, хаха модела эл илербацу, хунда, шлакар тайпа, мабуй, тельш тайпа, и бо куда тельш тайпа, или ша, бахта, да, вот сикаш, шгала черма, буй, шгала, бу, шат сорубим, и бо куда, ховайны хватсо. Ша царь и тарьяция. То есть он сам признавал, что он второй сорт. Вот тананс яцали. Юх тананс дейган хажар яцинка. Мечах миштилер бахцо уле мадитес цорым мави тхогалайды. Тхоллахар бубок маду. И это именно тейпан галайчинг Мария Рейтербар царь в Казахстане. А он, говорит, пьяница, 3 или 4 класса образования, но тейпан галы его шварба из. Постоянно цуета яч, иштильш, ярбар, фананс, да, стой. Они как раз, когда разрешили переезжать, он переехал в Гергарнах больше, в Казахстане. Так, а Цароев, он еще Гергарнах, Киргизия, Карабин, всегда варба. Так, Тананс бар, очень приятный молодой человек. Ну, лет 20 с чем-то ему, он институт только закончил, Сибрях воюет, да? Вот. Так, грамотный, дик лара лошварбар был, агрономом был. Вот такой тип получилось, да? Вот. А Гинца и Сулейманов написал это самое Ингушское поле. Это не Ингушское поле, это Галай. Именно там вот и выходцы из Хохали, Галайшур, они там поселились. Потому что там рядом находится Пешхуайдук и Чинхуайца и Лукер, Кешниш, Щебош. То есть по тейпам. Так же, как Пешхуай тейп, Чинхуай тейп, там еще несколько тейпов, вот так и этот тейп. И Туркуай Дук Элду, и Сулейманов сразу там вывод делает. Это группа большая турок переселилась в Чечню. Ну как ты можешь такие вещи писать, если у тебя данных нет? До Кавказской войны, во время Кавказской войны ни один турок не переселялся. После Кавказской войны вообще турок не пускали. Это Туркуай, выходцы из Галанчажар, Туркалиац, Цыгарниш был. А вот большая группа турок расселилась, это сбежала из... А что они из Турции? Турецкая империя, и вдруг турки бегут в горы Кавказа, где русские постоянно нападают. Ну, вот такие вещи у него много ляпов. Да? Так что открытие. Кстати, на территории Осетии, к северу от Малгобека, к северо-западу, там чеченская балка есть. Но сейчас это никакого значения не имеет. А раньше это дело в том, что эта балка там теркистер, нохчаши, жадая жошти, глел метки везде. И здесь тоже выходцы из Асинской котловины, это не в том, что в современном понятии национальность ингуш, а тайпа Галгая жили там. И такие места есть, и в Ачхой-Мартанском, даже в Урус-Мартанском районе, Стейпан царь, Нохче Тейпан царь, но сейчас выход Галычи Дургуш. Кстати, Хокуза Шютера, Мулквая, Коттбош, Юртю, и Коттой, Жимчатха, Коттой, там тоже Коттой жили когда-то.
Среди этих Коттой есть сейчас Коттой Буоша, есть несколько фамилий, которые говорят, что они выходцы из Таргима. Ах, что голы, да, то голы, да, цар. И Таргим ночи юртю, сейчас цыгарши, да и аринг, абисин был до Кавказской войны. А их Кавказский, он больше, ярче, больше, их раскидало, они более западные районы попали. И, видимо, несколько семей в Шатой отступили, цик Швитайер, Мулхой, Мулкяцик. То есть это перемешано. И, кстати, и сейчас это трудно понять, но даже, например, Хасавюртовский район, аж был Эхкешнюка был фамилии, которые вышли из Кокали, Асинской котловины. Цорах Белиш был. В меньшей степени есть случаи, когда выходцы из Джираховского ущелья тоже есть. А в Джираховском ущелье, например, Хуртоги, Цигара, Лиановы, Боровы, они всегда до революции, они всегда говорили, и Ахриевы, сейчас ночи ходил, дышни тейпа, душашур. Кстати, Чах Ахриев тоже, они происхождение такое были. Вот. Чах Ахриев первый ингушский этнограф. Вот. И он открыто, прямо в введении он пишет, что ингуши – это часть чеченского племени. Ингуши относятся к чеченскому племени. Я ингуш чеченского племени. Вот. И что, так что здесь ничего страшного нет. Вот. А цыгаха, Галанчожер Арбеча, Нюкаш, Эйна Элиз, что? Кстати, вот этот самый борец, смотри, Тунгая Бекан, Тейпан Мулко Укуш, Кваттой Букуш. У них Галыч, о, Цабиш, Казнил Санды, Галыч, Цабиш, Киил, 70-е годы, Галыч, Тислуш. А у них предки вышли из Таргима, кстати, вот этот Мальсаговый, фамилия Щац, Ишборч, вот прямо из центра вышли. У них по преданиям они как раз жили именно от Хокарюча, Лалари, Валерги, Шамир, Цига, поселиться, Цига, они был предков. Халхаттер, дой, из собраний, собратья Элсун, Сахеза, просто газкошно, они нужно было, они отделили, и долго не могли определиться с названием. Они ингушевцы, назрановцы, галгаевцы, что Иштязюрцар. До революции вот в источниках везде так. Вот. Ингушевцы, ингуши, он дальше ангуштяц название. А сами себя галы, тейпан галы большар, галы называли, цац большар, ламр, да, вот, вяпи, оши, вот такого типа было. Вот. Но в Асинской котловине, котловина, что удобно ее нахам, а еду иди котловин. Даже хинц щира, шару орган с котловинью местами с химией цигах. Но цыгаха Джираховский, вот Асинская котловиня сана, лати и меткшяцишт. Же даже меткшу, аха цикаш, да и меткшяц, толкшто цыга. Вот. А вот именно кокали цыга очень удобно. Сундела цыга лака аж пол нах, лакарерчика, они экономически были зависимы. И Газке это выгодно было. Дальше Газка шмух даласла, схорой ближе тяготели не к галгайцам кокали, а дехар, мелги, мержой, кей, вот сейчас контактировали. Потому что схорой вообще латац. Елта цара тайпан галай, буй галаш, галай кокалы, царгар уйчхала. Сундел кокалы, шашла кархетша, этот зейдлицва, здесь Сермансо и Азё. Галгаевцы, они очень свысока относятся к цароевцам, да? Жителям Цори или жителям селения ущелья Гулахи. Поэтому они потихоньку вокруг это затягивались, и когда Гаскыша, ингушский народ, и вот Галай, аж Галай много,
Вот, они постепенно вот это имя начало распространяться. Там собраний, сбор не было. Просто под диктовку Гаской, и особенно это массово началось Совет Айдат Ихач. Совет Айдат и далее, например, Джараховский ущельичара Тхогалы Айду уж сахыла. Гасхамата ингуши ошхыла цар, а ишта шейц эйохшхыла цар. Фяппи, мяцхалой, джархой болштой. Йох, а цига аш было галанч ажар хабюлиш бой, мержой, цеечой, тайпан беш бой, галай, цара орстхо ошхыла. Цар гала орсалыша. Инца 70-е годы цигал Малгобекский район, аши сообщили цигар Межа Орс, он веш Руслан Орс, цархо Орс. Это сахенервый гала брыш. Йохаш циндег хат эчтыцу или шаша сибрах байт на Орсхой Оршгала. Инс Казахстанер хабахча Руслан гырда гал хавин и нахчу эл. Отсюда Жимхол ваша Сагопшах давал. И он в 70-е годы паспорта выдавали, он гала получил. Ах, хокар, их дас отры, галы, хилати харабо, что его дальше обычного сибиря дагайтла, орской ушла царь, орской бож. И они вот это все сделали, чтобы вот это название ингуши за ним закрепилось, и само название гала. Но даже в Казахстане, даже в 70-е годы, вот, гала, вали мишту гала, гала, тхабик, кокалой будет царь, муж, аушевые вот эти, вали пяпимови, вали цауромови, холхой, вообще они холхой, ца боцуш по царь, холхой, ночи, галай бацуш, лахар тайпаду. Шагалая лахар тайпаду. И поэтому галга – это самая крупная этническая единица там, на современной территории Ингушетии, да, в горах. И Гаска шли, что они делают, они потихоньку даже цигаханс мерзует, цечой, тайпан галгайл, чурбел, галгабу бош, ишбу, йоха, я итина эзери. Там опять они галахлац. Опять вот эти земли ингушских тейпов. Ну, извини, дорогой мой, но Мержуэц это не ингушские тейпы. И тем более не галаевские тейпы. Дело в том, что когда камт мира беч, как день дождь, наха цунах цебеш, но как раз перед Первой войной, вот в Ингушетии, когда этот вопрос поднялся, паспорт, Галга Язбин был, Галай, Мержуэ, Цечу, они давать по телевизору прямо свой келлер, 93-й года, и лат спор их хасолт, аки вожитери, назрания, телевидение, хагул белцара, балини, бакинах буй, и Галай, лат таду, Галай, Галашевский район, Галгию, Сунжинский район, Галгию, Галай, лат таду, Эла, и Воксагели, Адица Галыма табишма. Ах, вот воксак, да, он бас, белер, Галай. Мишта тхо Галай. Тхо Галай, Галай, ночи тайпаду. Жбехир, они не ах, аж бол, масит воксак, шаш ночата, шаш Галай, бубош, а что шаш барсу? Ну, тейпнешь, ночи тейпнешь, что Иштмаэл. Он поправил. Гала, шебеш, галы матпиш, галы дуэл. А что? Но галай тайпи, мержуй тайпи, тайпниш, иш галаю маал, вот я же тайпниш, ночи тайпниш. Ты что? Ну, это сейчас закрутили, Керим, испереживать так и убадаться. Но дальше здесь сейчас самое страшное не в этом, а о том, что уже я гала, я ночи, чей мот так было, уже они перестают быть народом.
Hon säger samma. Хинс и Хушберш Мацабесин. Здесь речь идет о том, что народ перестает быть народом отдельным. Потеря языка – это уже все, конец. Вы отдельно нахандем, нохчемаца, хинс нохчематах. Я здесь юиш кнахербас. Вот представь себе, в советское время, более-менее, мот препод ярчках нохчемат мабюзери, Ленин газетой где-то 1000 чем-то человек, 1000 человек подписывалось. Нохчемата издательный сборник поэтический расскажешь, ждаться ее чисто тираж. Чтобы везде полил.